Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Продолжаем наш урок истории. На прошлой неделе мы с вами вспомнили о том, какие раннетюркские государственные образования возникли в Восточной Европе. Подчеркнули, что Кимакский каганат занимает достойное место в истории государственности, этнополитической истории татарского народа, ну и прежде всего в истории этнотерриториальной группы сибирских татар. Познакомились со славной историей хазарского каганата, которая занимает не менее достойное место в истории татарского народа, в истории его государственности и прежде всего, конечно же, в истории астраханских татар. Ну и сегодня проведем краткий экскурс в историю феодального государства эпохи раннего Средневековья, которая оставила очень глубокий след в истории татарского народа, в истории, прежде всего, казанской группы татар, ну и в целом в истории народов Восточной Европы. Речь идет о Волжской Булгарии. Итак, Волжская Булгария. Что за государство? Где располагалось? Какие народы там проживали? Какая была там культура? И какой след она оставила в истории нашего с вами народа? Последняя лекция закончилась над тем, что, анализируя те процессы, которые происходили в Приазовской, в Великой Болгарии, мы выяснили, что значительная часть болгар ушла на Дунай, также значительная часть ушла на Северный Кавказ. И вот на рубеже 8-9 веков те болгары, которые проживали в Приазовье и которые были в составе хазарского каганата, появляются в Среднем Поволжье, то есть на той самой территории, где мы с вами, собственно говоря, и живем. Причем численность этих болгар, имя их предводителя, к сожалению, нам неизвестно. Более того, когда мы говорим о приходе болгар на территорию Среднего Поволжья, необходимо иметь в виду, что это был целый союз близких друг другу, этнически близких, языковом отношении близких, конечно же, в культурном отношении близких, тюркоязычных племен. Это барсилы или берсула, известные нам по арабским источникам, это беленджеры или баранджары, это савиры или сувары. Вот этот союз родственных племен на рубеже 8-9 веков и оказывается в Среднем Поволжье. Причина ухода болгар с территории Хазарии, с территории Приазовья нам пока непонятна. Часть историков считает, что это результат тех политических процессов, которые происходили в Хазарии. Это часть каких-то экономических изменений. Часть исследователей считают, что в этот период представители неиудейской части населения, особенно языческой части населения, начали подвергаться тем или иным гонениям. Так или иначе, огромный союз племен оказывается на территории Среднего Поволжья. Конечно же, Среднее Поволжье – это особый регион. На территории Среднего Поволжья еще с древности существовали многочисленные археологические культуры. Как правило, они были финно-угорского происхождения. И к моменту прихода Болгарского союза племен на территории Среднего Поволжья сложилась интересная, по-своему уникальная общность, преимущественно представленная финно-угорскими племенами. Однако, к моменту прихода болгар на территории Среднего Поволжья, конечно же, проживали и тюркоязычные племена, которые проникали сюда преимущественно с территории Западной Сибири, с территории Кимакского каганата, а в более ранний период, я на это хочу обратить особое внимание, это проникновение тюркоязычных племен, начиная с IV века нашей эры. Это в период великого переселения народов, это в период гунского нашествия. О том, что тюркоязычные племена появились на территории Среднего Поволжья задолго до прихода болгар, говорят уникальные находки знаменитых сунчелеевских бронзовых котлов гунского происхождения, которые были обнаружены сравнительно недавно, в 1900
в 80-м году. Таким образом, к моменту прихода болгар этнический состав был очень пестрым. Тут проживали многочисленные финно-угорские племена. Это далекие предки таких народов, как удмурты, марийцы, мордва. И, конечно же, еще раз подчеркну, это отдельный пласт тюркоязычных племен, который появился в более ранний период. Причем приход болгар подтверждается археологическими данными. Вот археология – это наука, которая нам помогает, во многом имеет приоритетное положение в освещении реконструкции исторического прошлого. Дело в том, что, собственно, болгарских памятников письменности в виде летописи не сохранилось. Мы историю Волжской Болгарии знаем по сообщениям арабо-персидской литературы, по сообщениям древнерусских летописей. И, конечно же, здесь огромную роль играет археология. Так вот, согласно исследованиям, которые проходили на территории Татарстана, сопредельных регионов на протяжении многих десятилетий, выявлены уникальные археологические памятники, которые и подтверждают приход болгар, ранних болгар мы их называем, на территорию Среднего Поволжья. Вот среди таких памятников, могильников, я бы назвал Большетарханский могильник, который имеет отношение ко времени начала IX века и до середины X века. Причем этот могильник уникален именно тем, что он является типичным салтово-маяцким представителем салтово-маяцкой культуры. Вот на прошлой лекции мы сами, если помните, говорили о том, что те приазовские болгары, которые остались на территории Приазовья и вошли в состав Хазарии, совместно с хазарами, тюркоязычными аланами создали уникальную археологическую культуру, салтово-маяцкую культуру. Так вот, памятник Большетарханский могильник как раз и является типичным представителем, типичным образцом такой салтово-маяцкой археологической культуры. О чем это говорит? Это говорит о том, что именно носители этой культуры, именно приазовские болгары, именно ранние болгары на Волге, на территории Среднего Поволжья, это идентичные, это один этнос. Теперь мы говорим еще о Большетиганском могильнике, тоже очень известный памятник. Он имеет свои особенности, причем примерно этого же времени. Причем эти особенности заключаются в том, что там четко прослеживаются угорские компоненты. Вот эти могильники как раз и показывают, что на рубеже 8-9 веков на территории Среднего Поволжья начал складываться такой этнический массив, в который впитал в себя и местный финно-угорский компонент, доболгарский тюркский компонент, который мы связываем с хуннами и с теми кыпчаками, кимаками и татарами, которые пришли сюда с территории Кимакского каганата, и, конечно же, те болгары, которые появились на рубеже 8-9 веков. Теперь, собственно, о самой Волжской Болгарии. Итак, что это было за государство? Вот если обратить внимание на карту, то она занимала очень удобное географическое положение, занимала северную зону Восточной Европы. Это Волга, это Кама, традиционные торговые пути. И карта Волжской Болгарии, ее границы достаточно хорошо известны. На западе она проходила по Свияге, на севере проходила по правобережью Камы, на востоке она проходила по реке Шешма, и на юге она доходила до Самарской Луки. Самарская Лука – это большая излучина Волги в среднем течении Волги, там, где находится город Самара. Это была граница до XII века. В XII веке, особенно во второй ее половине, происходит очень серьезные изменения в самой Волжской Болгарии, и происходят изменения в целом в Восточной Европе. Возникает северо-восточная Русь, Владимиро-Суздальское княжество в северо-восточной Руси. Начинается не только активный товарообмен, но и некое соперничество, и в том числе и в военной области. Вот эти все причины привели к тому, что границы Волжской Болгарии начинают меняться. Вот, в частности, на севере граница доходит до среднего течения реки Казанки. До
XII века памятников, археологических памятников булгарского типа в районе бассейна реки Казанки обнаружено очень немного. Это говорит о том, что булгары в этот период этот регион сильно не осваивали. А вот начиная с XII века там появляется несколько десятков крупных, причем крупных, достаточно серьезных поселений булгарского типа, в том числе и укрепленных населенных пунктов. Это говорит о том, что север, территория к северу от Камы начинает достаточно осваиваться булгарским населением. Граница также расширяется и в юго-восточном направлении. Она доходит до верхнего течения реки Урал. Но надо при этом признать, что все-таки булгарское население занимало территорию Закамья. Закамье – это обширный регион, это левобережье Камы. С XII века осваивается уже Предкамье, далее более северные регионы. Но границы, которых я вам сказал, они подчеркивают, что все-таки на юго-восточных рубежах находились крупные поселения, поселения оборонительного типа, которые строились единственной целью – это защита южных рубежей, юго-восточных рубежей от кочевников. Волжская Болгария, благодаря своему удобному географическому положению, становится одним из самых развитых государств Восточной Европы эпохи раннего Средневековья. Особенно после падения Хазарии роль центра международной транзитной торговли на Волге постепенно переходит к Волжской Болгарии. Столица домонгольской Волжской Болгарии, город Булгар на Волге, как раз и являлся центром такой международной транзитной торговли. И знаменитый Ага-базар, который находился около Булгара, являлся как раз центром такой торговли. Теперь о городах. Массовое строительство городов Волжской Болгарии начинается с X века, с момента принятия ислама в 922 году. Арабские путешественники, да и сам Ибн Фатлан, сообщает о том, что в Волжской Болгарии было два крупных города. Это, собственно, столица, город Булгар на Волге, где находилась резиденция правителя Волжской Болгарии. И второй крупный город, который он упоминает, это город Сувар, который находился на реке Утке несколько южнее. Причем особо обращая ваше внимание, что эти два города являлись центрами чеканки монет, как и в домонгольский период, так и в златоордынский период. Город Булгар выполнял функции столицы до второй половины, даже конца XII века. Кстати, был одним из крупнейших городов Восточной Европы в этот период. Но с конца XII века функции столицы перешли к другому городу. Это городу Беляру, который находится на реке Малый Черемшан, более известный по древнерусским летописям как Великий город. Город Беляр на самом деле был одним из крупнейших городов Восточной Европы, самым крупным городом Волжской Болгарии до монгольского периода. И он эти функции выполнял вплоть до 1236 года, то есть до монгольского нашествия. Булгар был разрушен в период батыевского нашествия. Но что самое интересное, он был очень быстро восстановлен как раз самим Батыем. А это легко объясняется. Дело в том, что в 1242 году заканчивается поход Батыя на запад. Он принимает решение о создании собственного государственного образования, принимает решение о строительстве новой собственной столицы. И вот до строительства собственной столицы резиденцией объявляется город Булгар. В связи с этим город Булгар очень быстро отстраивается, становится первой, обращая ваше внимание, столицей Золотой Орды. И в последующее время, уже в златоордынское время, город Булгар переживает эпоху своего бурного расцвета. Именно в этот период, именно XIV век, особенно первая его половина, город Булгар
в древнерусских летописях начинает фигурировать как Великий Булгар, один из крупнейших городов Золотой Орды. В дальнейшем город был разрушен в середине 15 века войсками Федора Пестрового. Федор Пестрый – это московский воевода эпохи Василия Темного. Василий Темный – это великий князь московский. С тех пор он больше не восстанавливался, и роль политического центра постепенно уже переходит к новой столице. Это к Казани. Булгар остается неким таким сакральным местом для мусульман, где проживало какое-то население, но основная масса населения, конечно, из Булгара ушло. Город Беляр, более известный, еще раз повторюсь, по древнерусским летописям, как Великий город, самый крупный город Волжской Булгарии, также был разрушен войсками Батыя, был частично восстановлен, но в золотоордынский период уже не играл той былой роли, которую он играл в домонгольский период. Хотя в этот период он также был центром чеканки монет. В свое время силами наших археологов был составлен свод археологических памятников Волжской Булгарии и ее территории. Таких памятников выявлено более 1000. Так вот, среди них крупных городищ, городов, крупных укрепленных населенных пунктов выявлено 161, из которых 38 являются остатками городов и крупных укрепленных поселений городского типа, но и более 900 памятников – это памятники открытого типа. В археологии они называются селища. Вот данный факт говорит о том, что на самом деле к моменту монгольского нашествия Волжская Булгария была достаточно плотно заселена. Здесь высокого уровня достигла городская культура. Кроме уже упомянутых мною крупных городов, столичных городов, это Булгара, Сувара и Беляра, были другие города, которые известны нам по древнерусским летописям, известны нам по сообщениям арабо-персидской исторической географической литературы. Например, город Ашель, например, город Кашан, например, город Жукетау, который, правда, расцвел уже в период Золотой Орды, но изначально был заложен в домонгольский период. Кроме того, на рубежах государства строились крупные военные форпосты. Один из таких сейчас называется Чертово городище. Именно на том месте, где сейчас находится заповедник, исторический заповедник Чертово городище, находился крупный форпост, который выполнял функции защиты восточных рубежей. Материальная культура Волжской Булгарии. Материальная культура Волжской Булгарии представлена прежде всего архитектурой и строительным делом. Но при этом подчеркну, что те образцы архитектуры, монументальной архитектуры, которые до наших дней сохранились на территории Булгара, все-таки имеют отношение к более позднему периоду, а именно к периоду Золотой Орды. Но, тем не менее, археологические исследования, проведенные в Булгаре, проведенные в Суваре, проведенные в Беляре, выявили целые комплексы крупных остатков крупных монументальных сооружений, которые реставрируются и являются таким ярким свидетельством градостроительной архитектуры этого периода. Высокого уровня, конечно же, достигло и ювелирное искусство. Это знаменитые изделия из золота, из серебра, меди. Причем часто применяли такие способы художественного ремесла, как скань, зерень, чернение, ну и так далее, и тому подобное. Особым богатством отличался, конечно же, булгарский орнамент, который широко использовался в архитектуре, в художественном, декоративно-прикладном искусстве. Ну и несколько слов о письменности. В ранний период, до принятия ислама,
в булгарском государстве широко была распространена руническая письменность, которая проникла без сомнения на территорию Волжской Булгарии еще с территории Тюркского каганата, более поздний период с территории Хазарского каганата. Но с принятием ислама в 922 году, конечно же, повсеместное распространение получила арабская письменность. Принятие ислама в 922 году сыграло без сомнения судьбоносное решение. В этот период мусульманский мир переживал эпоху бурного своего расцвета. И, конечно же, принятие ислама, во-первых, способствовало усилению и централизации государственной власти Волжской Булгарии. Во-вторых, по очереди, но не по значимости, это распространение передовой в то время и очень богатой арабско-мусульманской культуры. Это проявлялось распространение письменности, соответственно, богатой восточной литературы. Это широкое просвещение. По источникам мы также знаем, что в городе Булгаре, других крупных городах была создана и функционировала очень сильная система просвещения. Это начальное образование, представленное мектебами, начальными конфессиональными учебными заведениями. Это медресе, высшие учебные конфессиональные заведения. Постепенно Булгар таким образом становится частью обширного мусульманского мира, ее северным форпостом. И распространение ислама привело постепенно и к формированию своей очень яркой и самобытной культуры. К сожалению, произведения представителей культуры того периода практически до наших дней не сохранилось, так же, как и не сохранились, собственно, булгарские летописи. Однако сообщения представителей арабо-персидской литературы говорят о том, что культура была представлена, например, такими именами. Вот их можно записать. Это автор книги «История Булгара», которого звали Булгар Якуб ибн Нугман. К сожалению, его произведения не сохранились, но по сообщениям арабских авторов, это был достаточно известный ученый Волжской Булгарии и написал целый ряд книг, одна из которых и упомянута, это «История Булгара». Конечно же, арабские авторы упоминают имя Бурхан-ад-Дин ибн Юсупа, который написал книгу о лекарствах. К сожалению, как называлась эта книга, мы не знаем, но имя этого известного представителя культуры также фигурирует в сообщениях восточных авторов. Но и, конечно же, известный поэт XIII века Кулгали, который в 1223 году завершил написание своей поэмы «Кысаи Юсуф», то есть «Сказание о Юсуфе». Мы считаем его одним из самых ярких представителей культуры эпохи Волжской Булгарии. Несколько слов об основах экономического развития. Вот обратите внимание, на примере Болгар мы можем проследить, как сообщество переходило от кочевий к городам. Если ранние болгары в составе хунду, это классический вариант кочевого образа жизни, период Приазовской или Великой Болгарии – это полукочевой образ жизни, то уже болгары в составе Волжской Булгарии – это оседлый образ жизни. Конечно, кочевые традиции сохранялись. Это прослеживалось не только в экономическом развитии, но это прослеживалось и в праздниках, в традициях и так далее, и так далее. Но уже к X-XI веку мы уверенно можем сказать, что волжские булгары практически перешли к оседлому образу жизни. Чем же они занимались? Главное занятие, конечно, земледелие. Причем земледелие, основанное на тех традициях, которые были в Среднем Поволжье еще до прихода булгар на Среднюю Волгу. Мы же с вами говорили о том, что здесь проживали многочисленные финно-угорские племена. Да? Вот финно-угорские племена, традиционная форма занятия – это земледелие. Причем пашенное земледелие. И болгары, когда переходили к оседлости, они, без сомнения, вот эти традиции земледельческие, они впитали очень быстро.
Уже в X веке арабские авторы сообщают, что булгары возделывали свои поля, выращивали в основном злаковые культуры. Это проса, пшеница, ячмень, рожь, ну и так далее, и так далее. Важную роль играло, конечно, и скотоводство. Все-таки нельзя забывать, что булгары – это все-таки вчерашние кочевники. Кочевые традиции сохранялись достаточно прочно, достаточно долго. И скотоводство, в том числе и элементы кочевого скотоводства в Волжской Булгарии, у населения Волжской Булгарии имело еще достаточно серьезные традиции. Третьим по значимости я бы назвал ремесленное производство в городах. Вот мы с вами выяснили, да, что городов было достаточно много, перечислили основные крупные города. Конечно, что такое город? Город – это центр, прежде всего, экономического развития, это центр ремесленного производства. Вот среди видов ремесел, которые были развиты в крупных городах, я бы назвал это, конечно же, гончарное производство, которое подтверждается археологическими исследованиями. Конечно, я бы назвал металлургию, в том числе и черную, и цветную металлургию. Конечно же, это ювелирное производство. Высокого уровня достигло косторезное производство, резьба по камню. То есть, другими словами, те виды ремесел и искусства, которые были свойственны для типичного средневекового города. Большую роль играли, конечно, и промыслы. Не надо забывать, что, находясь на стыке Волги и Камы, важных торговых путей, здесь были развиты и промыслы. В частности, это добыча пушнины. Я при этом должен подчеркнуть, что торговля пушниной, она занимала особое место в товарообмене Волжской Булгарии с другими странами. Пушнина добывалась как, собственно, и в самой Волжской Булгарии, но в основном ее привозили с северных и восточных регионов, с тех лесов таежной зоны, где проживали финно-угорские племена. Вообще, называя промыслы, необходимо назвать, конечно же, и рыбный промысел. Добывали черную икру, естественно, значительный ее объем шел на экспорт, на продажу. Добывали так называемый белужий клей. Белужий клей варили из плавательного пузыря осетровых рыб, которые впоследствии использовали достаточно широко. После падения Хазарии город Булгар на Волге стал крупным центром международной транзитной торговли. В целом он находился на очень важных торговых путях. Он обеспечивал и принимал участие в товарообмене между Западом и Востоком, Востоком и Западом. Но кроме того, по территории Волжской Булгарии шел очень важный, знаменитый пушнинный путь, который начинался в Западной Сибири и уходил в арабский мир, мусульманский мир на юг и, естественно, на запад. Причем по сообщениям восточных авторов товарообмен был очень разнообразным. Он был и денежным, это с соседними государствами. Но, что самое интересное, авторы нам сообщают и о миновой торговле, немой торговле еще по-другому. Суть ее заключалась в том, что этот вид торговли булгары использовали при торговле своими соседями, финно-угорскими племенами. В основном они обменивали товары ремесленного производства, оружие на ту пушнину, о которой мы с вами говорим. Товарообмен, география товарообмена была достаточно широкая. Это, конечно, прежде всего северный финно-угорский мир. Это, конечно, ближайший сосед на западе, это Русь. И особенно северо-восточная Русь. Владимиро-Суздальское княжество. Это, конечно, обширный южный кочевой мир. Начиная с XII века особые отношения, торговые отношения складывались с кыпчаками, с обширным половецким миром. Это, без сомнения, восточный мир. Это, конечно же, обширный мусульманский мир. В ранний период это Хазария.
практически весь известный мир того времени, Евразии. В XII веке мы с вами выяснили, что границы несколько меняются. XII век принес изменения и в политическую структуру общества, в общественные отношения. Дело в том, что на северо-востоке Руси складывается Владимиро-Суздальское княжество, и начиная с владимирского князя Андрея Боголюбского отношения с Булгаром складываются очень и очень непросто. Источники фиксируют большое количество взаимных военных походов. Очевидно, это привело к тому, что и столица из Булгара была перенесена, более спокойные районы в город Беляр. Ну и в этот период учащаются военные столкновения, но в 1229 году, незадолго до монгольского нашествия, все-таки был заключен мир между Владимиро-Суздальским княжеством и между Волжской Булгарией. Ну и, наконец, несколько слов о политической структуре общества. Это было типичное феодальное государство эпохи раннего Средневековья. Вся полнота государственной власти находилась в руках у верховного правителя. В Волжской Булгарии он назывался Эльтибер. Во всяком случае, Ибн Фадлан в своих записках описывает, как его принимал верховный правитель, Алмуш или Алмаз по разным источникам. И четко мы говорим, что именно в этот период верховный правитель носил этот титул. Надо признать, что после принятия ислама меняется титул. Постепенно верховный правитель, как правило, назывался или эмиром, или беком. Иногда можно слышать, что в Волжской Булгарии носитель верховной власти хан. Это не совсем так. Ханы были распространены у кочевых народов, например, у кыпчаков. В более ранний период это эпоха тюркского каганата. В Волжской Булгарии носитель верховной власти, повторюсь, до исламский период это Эльтибер, в более поздний период это, как правило, эмир. В государстве, конечно же, сложились феодальные отношения, причем большое количество феодальных замков, которые в ходе археологических исследований были выявлены, это является ярким тому подтверждением. Волжская Булгария в 1236 году подверглась монгольскому нашествию. Это было первое государство, которое было завоевано войсками Батыя. В дальнейшем оно потеряло свою государственную независимость, но в период Золотой Орды на территории бывшей Волжской Булгарии был сформирован самый северный улус, один из крупнейших улусов в составе Золотой Орды, так называемый Булгарский улус. Многие города, которые были в период монгольского нашествия разрушены, они были восстановлены, появились новые города, появилась новая традиция, появилась новая культура. И история бывшей Волжской Булгарии в составе Золотой Орды – это уже новая страница в нашей истории. Ну вот, наверное, пока и все. Жду ваши вопросы. Говоря о современном Белярске, оно известно такое, как некое место силы. По одной из легенд, там есть такая гора, называется Татарский Худжалар-Тао. И есть легенда, по которой якобы она возникла после того, как 12 девушек натаскали ее, а отец их там совершил самоубийство. Вот мы хотели бы узнать, это как-то подкрепляется историческими фактами, что-то подобное? Это что-то из болгарского эпоса, либо же это уже что-то современное? Ну, история, она, конечно, прекрасна своими легендами, да, красивыми. Но это одна из обычных легенд, достаточно широко распространенных, красивых легенд. Легенд, которые привлекают людей в эти места, в том числе и туристов. Ну, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что это просто красивая легенда. По повести временных лет в свое время на Руси призвали варягов, Рюрика, скандинавов призвали для того, чтобы они показали, как правильно править государством, но мы же видим, что на территории современной России уже были прекрасные примеры государства, устройства, государства, правления. Почему
не могли найти мир между друг другом и привлекали специалистов, скажем, извне. Это какое-то противостояние цивилизации было или что? Это отдельная тема, об этом можно говорить достаточно долго. Призвание варягов на Русь, оно зафиксировано источниками, да? Вот. Хотя вот в советское время я вспоминаю, что так называемая нормандская теория, она считалась антинаучной. Сегодня мы признаем факт того, что был Рюрик, он был нормандского происхождения. Но я думаю, что проблема немного не в этом. Проблема в другом. Дело в том, что норманы в этот период переживали эпоху своего военного успеха, роста, да. И именно в этот период, не случайно мы знаем возникновение многих нормандских династий за рубежом, да, за пределами норманов, где они проживали. Ну, яркий тому пример, область Нормандии, например, это нормандское вторжение на Британские острова. То есть они активно устанавливали правящие династии, и приход Рюрика на территорию северо-западной Руси является одним из таких элементов, поэтому я, например, к этому спокойно отношусь. Дело в том, что к этому времени славянские и угорские, финно-угорские племена Восточной Европы, они были готовы к созданию своего государства. Были предпосылки для этого. И появление такой харизматичной фигуры, как Рюрик, его богатым военным опытом, он привел к тому, что вот первая правящая династия как раз и была нормандская. Волжская Булгария, являясь ранним средневековым государством, продолжала ли она, даже после принятия ислама, традиции, скажем, той же хазарского каганата, которым занимались работорговлей? Угу. Потому что это являлось одним из основных, скажем так, ну, я не источников сказал бы, дохода. что это один из основных, но один из источников дохода. Причем работорговля, она ведь была распространена во всем мире в то время, да? Где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Она и в Киевской Руси имела широкое хождение, и в Волжской Болгарии. Здесь я не сторонник того считать, что работорговля являлся одним из главных источников дохода. Да, имело место быть, но главные источники дохода все-таки это были те виды хозяйственной деятельности, экономической деятельности, о которой мы с вами говорили. Это земледелие, это ремесленное производство и в целом торговля. А работорговля, она занимала, на мой взгляд, незначительный процент во внешнем обороте. Как Федору Пестрому удалось разрушить Булгар, который к тому времени был довольно крупным, сильным городом? Так, речь идет о первой половине 15 века. К этому времени город Булгар уже не был столь великим и столь славным, как в былые времена. Ведь Волжская Болгария являлась частью Золотой Орды, причем составной частью Золотой Орды. Вот Золотая Орда пережила эпоху бурного своего расцвета, это конец XIII и вся первая половина XIV века. Начиная с середины XIV века и вплоть до 1380 года в Орде была большая смута, плюс вот эта чума, плюс завоевание Тамерлана. И к концу XIV века Золотая Орда настолько ослабла, что она практически уже находилась на грани полного распада. Там единственную попытку восстановления былого могущества Золотой Орды предпринимает легендарный князь Идыгей, который является героем нашего не только татарского эпосов, многих тюркских народов. Но так или иначе, к этому времени Золотая Орда уже распадается, единого государства нет. И эти процессы, они напрямую отразились и на регионах Золотой Орды. К этому времени мы уже не говорим, что город Булгар это был процветающий, огромный город, один из крупнейших городов Восточной Европы. Население к этому времени оттуда постепенно уже уходило. В основном осваивали более северные регионы, более спокойные регионы. Осваивали бассейн Казанки, это город Казань. И население к моменту, когда Федор Пестрый брал город Булгар, он уже не был таким значительным, и город после этого прекратил свое существование. Почему он тогда понадобился Федору Пестрому, если он уж такой был в слабом состоянии? Это был период взаимных военных походов.
У нас ведь в историографии долгое время как представляли, да? Вот Золотая Орда – это государство, которое занимается грабежом соседних народов. Был такой стереотип, да? Однако вот именно в период смуты в Орде, в период распада Орды, эти походы были взаимные. Как только златоордынские города ослабевали, наши соседи тоже предпринимали большие походы с теми же самыми целями. А цели были они просто материальные. Добыча. Те же самые рабы, как у нас Ильхам говорит. Есть ли на основании археологических раскопок какие-то, ну, скажем, документальные подтверждения того, как выглядел среднестатистический житель болгар до монгольского нашествия, во время монгольского нашествия? Менялась ли внешность? Допустим, стало ли больше азиатов? То есть антропологический тип, да? Угу. Это тоже отдельная большая тема. У нас будет лекция, посвященная в целом этническим процессам. Антропологический тип населения Волжской Булгарии в свое время изучался. Знаменитый антрополог Герасимов этим тоже занимался, да? Ну, по мнению большинства исследователей, я вот в начале лекции, помните, я вам говорил, что это был такой симбиоз, да, разных этнических групп. Это были и тюркоязычные булгары, это ранее проникшие тюркоязычные племена, это финно-угорский компонент. Но в целом это был европеоидный тип. С большой, конечно, примесью и монголоидности. Большое вам спасибо за вопросы. Вопросы были интересны. Я с большим удовольствием постарался на них ответить. Встречаемся на следующей неделе. Нас ждет не менее интересный урок истории. Мы будем говорить об Улусе Джучи, она же Золотая Орда. До свидания.